Добрый день. Сегодня гость программ «Радио Зоды» Фуркат Мансуров, пластический хирург из клиники НЕО в городе Турку, Финляндии. Фуркату Мансурову 48 лет, он из Таджикистана, с отличием закончил Таджикский государственный мединститут имени Авиценны в Душанбе, получил первые уроки практической хирургии у знаменитых таджикских специалистов Усманова и Артыкова. После его жизнь практически напрямую связала с Финляндией, где в 90-х годах он поехал сперва на специализацию и усовершенствование в университетской больнице на кафедре хирургии медицинского университета, а затем, и закончив 7 лет обучения в местном медуниверситете, остался здесь работать и жить. Сегодня он возглавляет вместе с другими коллегами частную клинику НЕО, где проводит пластические операции. Среди клиентов есть и мировые знаменитости. О том, как этому обычному таджикистанцу удалось достичь высот в жизни и карьере, поговорим с самим Фуркатом Мансуровым, который сейчас на связи с нами по скайпу из Финляндии. Добрый день, Фуркат. Спасибо, что согласились на интервью. Сперва хотела спросить, как у вас погода, но все-таки давайте начнем с того, как вы вообще решили ехать на работу в Финляндию. Расскажите об этом. Я уже к концу аспирантуры подал документы в многие клиники по хирургии за рубежом. Одна из клиник, это была кафедра хирургии Финляндии, ответила мне. Я проходил 3 месяца специализации, что было, наверное, что подметили тогда бывший, но и сейчас профессор клиники пластической хирургии, реконструктивной хирургии, что у меня было достаточно знаний и навыков в этой области. И он мне предложил перед окончанием поработать еще 6 месяцев. Но с одним условием, что я сдам трудный 6-часовой экзамен по всей медицине, такой же, как сдают врачи в Америке, и сдам экзамен на язык. Я через 3 месяца уже писал истории болезней и говорил по-фински в отделении. Ну а потом еще через 3 месяца я сдал этот трудный экзамен. Затем, естественно, профессор, который уже к тому времени был ректором мединститута, пригласил меня сразу же специализироваться на 7 лет, 7-12 лет в пластическую хирургию. И я прошел эти трудные 7 лет, действительно очень трудные, и получил диплом высококвалифицированного пластического хирурга, с которым в настоящее время могу работать в любой точке земного шара. Вот с профессиональной точки зрения, о чем вы сейчас стали говорить, вот какие у вас были проблемы в работе в европейской уже клинике? Или же ваших знаний, полученных в Таджикском мединституте, действительно было достаточно, чтобы сразу вот начать работать, влиться в эту среду? Да. Хирамон, я считаю, и это так оно и есть, те знания, которые были получены в медицинском институте, а также те знания, которые я получил на кафедре хирургии, ничем не уступают мировым или европейским стандартам. В некоторых вопросах даже и лучше. И это подтверждение тому, как я смог работать здесь. Но вы все-таки закончили в 89-м году. Это вы считаете советским кадром? Да, конечно. Но я что хочу сказать, что моими учителями тогда именно на кафедре сердечно-сосудистой хирургии, в микрохирургии, пластической хирургии были такие знаменитые сейчас за пределами Таджикистана основатели микрохирургии, пластической хирургии в Таджикистане, как Карим Артыков, Гафур Хаджимурадов, Убайдулло Курбанов. Я благодарен этим знаниям, и это были советские, и сейчас эти знания. И хочу сказать просто, что если у вас есть знания, если вы специалист своего дела, не стоит бояться, вы можете работать в любой точке земного шара с нашими знаниями. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь сейчас, какие услуги предоставляет ваша клиника. Наша клиника НЕО, можно сказать, очень передовая и знаменитая клиника. Здесь очень много клиник в клинике. Допустим, неврологическая, ортопедическая,
Я возглавляю клинику по эстетике и пластической реконструктивной хирургии, ну и так далее. Она очень знаменитая в Европе, можно сказать, в мире. Она зарождалась как ортопедическая клиника сначала, и в этой клинике оперируются сейчас и оперировались очень знаменитые, как футболисты и другие спортсмены, например, футболисты из Барселоны, футболисты из Спартака, из России, Динамо, знаменитые теннисисты всего мира, баскетболисты. То есть эта клиника уже тогда имела очень большой имидж. Фуркат, а что чаще всего корректирует знаменитости у вас? Какую часть тела? Да, конечно, пластическая хирургия, она помогает исправиться с возрастными изменениями или проблемами возрастного характера, с заболеваниями, связанными с заболеваниями, а также с несчастными случаями. Но вот типичные операции, которые я выполняю, это подтяжка лица, лба, бровей, операциях на объект глаз, заполнение опавших частей лица, собственно, перекачкой своего собственного жира или трансплантацией собственного жира, из операций на теле, можно сказать, подтяжка и увеличение грудей, уменьшение грудей, липосакция или откачка жира, абдоминопластия, коррекция живота, передней стенки живота. Ну и такие мини-инвазивные операции, которые можно сделать и под общей, так и под местной анестезией, например, фейслифт, подтяжка лица нитями силуэт, также крюками или протезами эндотин. Делаю различные процедуры с использованием лазера, а также из реконструктивных операций. Это такие, как восстановление, допустим, удаленной молочной железы, после рака молочной железы, кожно-мышечными лоскутами, реконструкции различных травм. Фуркат, согласитесь, что сегодня делать пластические операции, это, можно сказать, стало модным. Насколько это все безопасно, не вредно? И рекомендуете ли вы вот просто любому человеку, желающему изменить свои внешние данные, пройти через подобный эксперимент? Сразу отвечу «да». Почему? Человечество идет вперед. Сейчас человечество шагает большими шагами вперед. И то, что Рамон было 10-20 лет назад, ну, просто какой-то утопией или неприемлемым, сейчас повседневная жизнь. И вы это знаете. Поэтому люди хотят выглядеть презентативно, хотят выглядеть молодо, свежее, красивее. И я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Фуркат, можно ли сказать, что ваша работа, она настолько... Она поглощает, я так понимаю, все ваше время, и можно ли сказать, что вы, ваша семья, живете только за счет того, что вы занимаетесь своим любимым делом? Или у вас есть еще и другие занятия? Я отвечу так. Во-первых, моя супруга, она тоже выпускница нашего Таджикского государственного мединститута. Также сдала экзамен, пересдала экзамен на врача, сложный экзамен здесь, в Финляндии. Стала высококвалифицированным врачом по профпатологии. То есть в нашей семье зарабатывает и моя жена, и работает. Жизнь удалась. Дай бог. Но вы считаете, что вы добились всего, чего хотели в этой жизни? А если нет, то почему? Вот если у вас еще какие-то новые цели, новые высоты? Очень хороший вопрос. Действительно, я добился многого с профессиональной точки зрения. Но вы знаете, если я остановлюсь хоть на минуту, мой ранг упадет. Конкуренция очень большая. Поэтому каждые 2-3 месяца я езжу в различные клиники стран мира или на международные конференции, получаю новую информацию, знания, а также учусь новым технологиям. То есть останавливаться ни в коем случае нельзя. Я всегда мечтаю о будущем, всегда помню о прошлом, живу настоящим. Сейчас с моими коллегами как раз мы открыли клинику еще и в Дубае, так что
я буду представлять Таджикистан. Это, наверное, первый пластический хирург из Таджикистана в Дубае. И осенью еду туда опять оперировать. Я уверена, у вас большое будущее, учитывая тот опыт, который вы прошли, те темпы, с которыми вы движетесь к своим целям. Мы желаем вам больших успехов, вам и вашей семье. С нами был Фуркат Мансуров, пластический хирург из клиники НЕО в городе Турку, Финляндии. Спасибо большое за ваше время. Спасибо, Грама. До свидания.